вечерянин навострился, закачала. В Доме культуры села Замежное с самого утра идут приготовления. Весь год эти ребята разучивали знаменитые уссурийские песни. Их содержание и культ передаются здесь из поколения в поколение уже не 100 лет. И только в наши дни песенно-игровой фольклор народов русского севера получил официальное признание. А что больше всего нравится? Петь, наряжаться, да. Узнавать все, вот эту культуру, все. Я, например, с бабушкой пою вдвоем. А что, праздников не так много на селе? Нет. Горка. Вот у нас только горку водят. Из таких праздников больше всего. Если только в Уссурий ехать. Замежное село отдаленное, 50 километров в сторону от Уссыльмы, 3 переправы и сезонная дорога. Здесь любят говорить о красотах природы и трудностях жизни, но больше всего любят собираться вместе на горке. Горки раньше много собиралось, нынче мало же. С деревень съезжались раньше и все, а нынче не стали друг дружки ездить. В основном уже сейчас фольклор тут горку. У нас фольклор только делает. Свекровь умерла, по 17 было, баб ходили, по 17, а сейчас 8 ходим. Иванов монастырь. Здесь песня не строить, но жить помогает. Кто-то ездит на рыбалку, кто-то коров держит своих. Уссурийские символы, 5 веков памяти. Старички еще ходили, а нынче ни одного у нас мужчины нет. Что такое горка и чем она так манит? Правды нет. Традиции средневековья со светским оттенком. Тут поют, танцуют, певают, а также рыба-бренд, где рыбы нет. Этот экземпляр, который я сейчас держу, это маленький экземпляр. Русский край Коми. Что такое каша? Птичья еда. Смотрите прямо сейчас. Утро в Замежной начинается одинаково. Нет специального распорядка, но и свободного времени особо ни у кого нет. Старожилов мы встречаем у церкви. Старая вера, она же была самая, как говорится, чистая вера. Нас же всегда с детства приучали, вот, предположим, молодые нынче, так они ведь вон не чтут вот это все. А нас же с детства приучали к тому, чтобы, вот, например, не помоешь руки, ты не садись за стол, не подметешь пол, не садись за стол. А сейчас кто это соблюдает? Раньше-то было. Кризис нравов – одна из любимых тем в несветских беседах. Здесь уверены, что с прогрессом приходит и опустошение. Опустошение внутреннее, душевное восполнит местная старообрядческая церковь. Она – центр села и географический, и культурный, и религиозный. Во внутреннем убранстве в глаза сразу бросается порядок, скромность и смирение. Старички еще ходили, а нынче ни одного у нас мужчины нету, ни одного старичка нету, который есть там немножко постарше, так они не ходят, где там будут они ходить. А раньше Пасху-то мужики у нас дома, так не по многие собирались, деревня небольшая была, так как запоют, так душа так бы помогала, да только не знали, еще малые были. Уклад жизни уссылемов, их одежда, ремесла, песни, хороводы и молитвы уникальны в своем роде. За 5 веков древняя культура сохранилась настолько, что в ней еще присутствуют черты средневековья. И центром культурного оплота явилась Уссыльмская горка – красочный обрядовый праздник, который еще называют «жемчужиной русского севера». Считается, что корни праздника пошли от языческого поклонения людей солнцу-божеству. Отсюда хороводное исполнение. А название «горка» от места проведения праздника. Обряд здесь проводили на любой имеющейся возвышенности у деревни. С песнями и кружевами принято было встречать солнце и новый трудовой год.
Горка – это еще и пик веселья. Подростки входят в круг молодежи, а старожилы делятся опытом в ремесле. По важности праздник относится к разряду заветных. Приуроченная к датам православного календаря, горка начиналась с Николы Вешнего, продолжалась в Троицу, затем в Иванов день, ну и заканчивалась в день первоверховных апостолов Петра и Павла. В начале еще 20 века проходили горки 3 раза в день. То есть первую традиционно проводили дети. Ее немногочисленны были фигуры, то есть фигуру, например, брали круг на 2 стороны и вожжа, и плетень. То есть выбирали самые легкие для детей. После обеденное время собирались уже замужние девки, первогодные молодки и, конечно, уже проводили поболее немножко, была горка. Атмосферу праздника в большей степени поддержит проведение Чердынской ярмарки, когда в одно время жители окрестных деревень съезжаются в одно место. Оттого Иванов день – это такая граница всех циклов, потому что далее купцы перемещались вниз по Печоре, а жизнь в Усыльме перемещалась на поля, в леса, на реки. А все потому, что лето год кормит. Каждая деревня считала правильным проводить свою горку, или, если точнее, собираться всем народом для веселья. В советское время в смысл гуляний перестали вкладывать религиозный подтекст. В какой-то мере это разрушало монументальность горки, но оживляло светский интерес к действу. Райцентр Усыльма – древнее раскатистое село на северо-западе Коми. Своим основанием обязано новгородцу Ивашке Дмитриеву Ласке, которому в 1542 году была дарована царская грамота на пользование землями по реке Печора. Когда-то это был не просто промысловый регион, богатый рыбой и дичью, но и центр по добыче меди и серебра. Символический знак с годом основания Усыльмы. Вот только территориальность в названии не совсем достоверно вписывается. Все потому, что первые 5 лет новое поселение возводилось на левом берегу Печоры, по старому руслу притока Цильма. Но земли эти были низинные, подолгу скованные весенними водами. А потому Ласка с сыновьями принимает решение перенести слободку на этот берег. От голое место, как о будущем селе Усыльма отзываются древние книги, с севера защищалось высокими холмами, что в условиях этого неюжного края создавало защиту от арктического ветра. В низинах тогда еще сохранялся лес, а сам холм изначально оказался непригодным ни для широкого строительства, ни для сельского хозяйства. Численный прирост Усыльмской слободки был все же незначительным. За 100 лет всего 38 новых дворов. Все потому, что изначально это частно-владельческая слободка. А потому земли считались наследственными. Чтобы здесь поселиться, нужно было согласиться с тем, чтобы отдавать треть своих доходов со всех промыслов. И не каждый на это шел. Пик рассвета Усыльмы связывают с эпохой гонений на старую веру. Со второй половины 17 века сюда направляются сотни и даже тысячи раскольников с северных и центральных районов империи. Здесь, на севере, они надеются спрятаться от государственных и новых церковных властей. Не знаю, как дальше будет. Мы-то проживем-то. Этим поколением-то плохо будет. Ни к чему не держатся, ни к чему не стремятся. Никакого интереса у людей нет в жизни. Кроме бутылок, кроме пьянки. Агафья Бобрецова сторожил деревни Скидская. Здесь родилась, работала в совхозе, теперь на пенсии. Пенсионеры в Скидской – самые зажиточные люди. Только они исправно и стабильно получают средства для жизни. Молодежь, бывает, занимается охотой и рыбалкой. Других источников для жизни тут не осталось. Не у чего людям-то жить молодым-то. Не у чего, не у чего. Ничего не производят. Чем жить? Рыбалкой одной. Кто-то ездит на рыбалку, кто-то коров держит своих. Так и живут люди. Место хорошее, место за самое не кормить, надо всем-то жить. Скидская деревенька, затерянная в тайге, своим появлением обязана царскими гонениями на сторонников протопопа Аввакума.
выступления за веру то и дело выливались в самое настоящее противостояние. И в Скидской несогласные более 70 человек сожгли себя заживо. Кто-то уже сдал их, все равно прятались они, да. Все равно кто-то сдали, кто-то выходили из их круга. Куда-то в города-то ходили, тем-то снабжались, тем-то жили они. Доставляли откуда-то продукты. Как же жили они? Эти заколдованные места буквально окутаны духом легенд, чего стоит только вид кладбища ровно в центре деревни. Когда-то старообрядческие хороводы здесь водили прямо вокруг него, но теперь все иначе. Наверное, один Уцелемский район Русскат. А уже ниже и выше, и все коми любите. Тут у нас русские, у нас здесь нету. Ну, приезжие есть кое-кто комится у нас в деревне-то. Немного женщин. Замуж выходили, человек комит есть сколько ли. А так-то мы не комим здесь. Горка современная – это череда праздников и концертов, которые ей предвестники. На сцене выступления народных коллективов из самых разных уголков района. От Печорской семушки, румянец у молодушки, у сылинских парней предпочтение только ей-ей-ей-ей. Песенка про семушку – один из неофициальных гимнов Уссыльмы. Воспета в фольклоре печорская семга, прежде доступная для каждого местного блюда, нынче самый настоящий деликатес. Действительно, отсылали на фронт не только шерсть и пряжу, вот, теплые вещи на фронт солдатам, но еще и семгу. Как вот вы сами знаете, что жир, он очень калорийный, семушный рыбий жир, и очень, поддерживал он тогда в войну людей. Вот, и поэтому... Выступая в разных населенных пунктах, в общем, мы немножко только меняли фразы. Там Слопална где-то добавит что-то свое. Своя родная печорская семга, конечно, вкуснее покупной норвежской, но печорскую ловить нельзя, потому что мало. А мало, потому что по большей части вылавливается еще в соседнем Наринмаре. Долгое время в Уссыльме даже история ходила, что Ненецкий округ специально фильтрует Печору, не давая крупной рыбе подниматься вверх по течению. Лет 20 назад рыба водилась очень крупная, была до 40 килограмм. А вот в основном, около 8 вот она а в основном, тянет. Конечно, она средняя, а сейчас идет рыба мельче почему-то. Да, 20 и 40 килограмм. Не знаю почему. Рыба вкусная, засаливают ее в течение 17 дней в огромных чанах, солят, внутрь набивается соль, и все эти ряды перекладываются льдом мелким. И вот это солится, а потом уже затаривается в бочке и заливается рослом. И, в общем, эта рыба отправляется, в республику в нашу отправлялась раньше. И, по-моему, это единственная на сегодняшний день песня о семге. Есть у нас река Печора, там гуляет посередке. Слаще Нельмы, слаще Чира, знаменитая семга, серебристая по свету, вкусу слов не подберу. Золотую рыбку эту подавали в трапезной царю. От печорской семушки румянец у молодушки, у сылимских парней предпочтение только ей-ей-ей-ей. У старушки старый дед и на ужин и в обед просит после водочки у сылимской семушки. К слову о соседях. Гости из Наринмара каждый год проявляют особо трепетное отношение к гуляниям в Уссыльме. Там тоже много наших. Уже 10 лет полноценный коллектив работает, который исполняет чисто уссылимские песни. Старообрядцы это всюду. И из Белоруссии приезжали везде-везде. Но такие песни, какие поем мы здесь у нас в Уссыльме, таких песен нигде не звучит. Такие наряды, которые мы носим, их вообще нигде нет. Это вот, понимаете, вот как уголок вот этой древней Руси сохранился вот здесь только у нас в Уссыльме. Песни в их исполнении передают чувства и переживания коренных уссылемов. Древняя новгородская культура отлично выживает и за полярным кругом. Молодежь, маленькие дети, вот до таких высоких, они стояли, ни один не ушел, они все фотографировали на мобильники, на фотокамеры. В общем, понимаете,
с таким удовольствием они слушали, они так аплодировали, они так кричали. И директор Дома культуры сказала: какие вы молодцы, приехали, вы вот наших людей заразили вот этим, как говорят, зарядили этой энергией, и они теперь согласны даже вот эти уссурийские песни разучивать и петь. С этим трудно не согласиться. Патриотизму местных можно только позавидовать. Моя голова довенет, как трава, куды не пойду, да в беду попаду. С кем совет держал, да ни в ком правды нет. Я в детстве запомнила 4 строчки, вот эти, которые сейчас я спела. И они у меня в голову засели. Выходу горочников предшествует весьма важный и торжественный ритуал – проверка снаряжения и одевание наряда. Весь год хозяйка стережет его в большом сундуке, примеряет и перешивает. Богатство рода считалось, богатство рода или дома вот этого, да, больше считалось от зависимости, какие наряды на их женщинах, на жене, там, на матери и дочери, когда отдавали замуж, вот это у них больше считалось. И приобретались и золотые вещи, и все, цепи, серебро, и все вот такое. А мужчин, вот охотничьи принадлежности тоже, у них такой был ремень такой вот, и эти ножны вот это было, да, и у них тут тоже было вот так серебром отделано, были, кто-то есть у Виктора Максимовича, назывался «Сваты». Женский костюм более насыщен в красках и материалах, мужской более сдержан и скромен. Главная деталь мужского костюма – длинные узорные чулки. Среди материалов женского преобладает шелк, штоф или парча. Видите, вот раньше было все вот заужено сзади, вот так все. Впереди вот это. Такие сарафаны одевали и для молельной, молились в них, и повседневно домашние вот так одевалась, грудь туда пряталась, и пояс тут завязывался. А бабушки обычно вот так подвязывали, как говорят, все свое житие берегло. Теперь я дочке одеваю его под низ, чтобы ее берегло. Терпимо. Приятно. Ну, выросла сарафан. Да. Вот видите, тоже верх такой красивый, все ярко, да? Низ уже то, что уходит под сарафан. Проще. Карманы приспосабливаю, потому что если куда-то где-то ходить, что-то надо подшить. Правда, потом не совсем прилично поступить. Приходится поднимать подол. Сейчас народные костюмы, конечно, перестали быть чем-то повседневным, но здесь уверены, хотя бы один сарафан в своем сундуке должен быть у каждой уссуренки. У нас не положено вот плясать так, чтобы сарафан так летал во все стороны. Степенность должна быть, даже блеск и шаги. Вот это. Праздничный сарафан да горловое пение придают необыкновенную волнительность процессу подготовки горки. Мы дрались тогда со шведом, да под знаменами Петра, ой, да наш могучий император. Ночь перед горкой – кульминация праздника. В это время на берегу Печоры появляются первые костры. Под закат солнца в белые ночи так каждый год проходит Петровщина – традиционный вечер затишья. Прежде жители Уссыльмы и окрестных деревень в свете огня, готовя кашу, поминали предков. Поедание каши ночью, а сейчас именно ночь, потому что в этот период солнце за горизонт почти не заходит, это еще один отголосок прошлого. Вот посмотрите сами. Река в преданиях – это путешествие по времени в страну мертвых. И опять, что такое каша? Птичья еда. Человек поедает кашу, тем самым почитая память предков, чтобы быть ближе к небу, самоочиститься. Привет всей стране! В наше время у ритуально-поминального смысла Петровщины не всегда изначальное понимание. Память о предках местами перетекает в праздники веселья. Сегодня Петровщина – это скорее важный повод для землячеств со всей республики и соседних регионов собраться вместе. Видите, сколько здесь собирается народу, много от Москвы до самых до окраин. Тут съезжаются все и Уссылёма, и друзья Уссылём. Вот. И это всю жизнь было так. Мы с самого детства, когда были очень-очень маленькими, мы просто дети собирались, всегда варили кашу. Сколько себя помним, как начали себя помнить, вот мы всегда варили кашу. Большой интерес к заповедному уголку старославянской культуры проявляют гости.
Тема воды и огня в культуре и мифологии общая для многих народов, а вот ее применение и форма разительно отличаются. В Уссыльме, по признанию гостей, есть русская душа, открытая и светлая. Костер он объединяет. Тут поют, танцуют и выпивают. Но бывает так, что на одном конце костер, а на другом еще больше. Когда этот костер угасает, все перемещаются на другой берег. Но в Финляндии, надо сказать, реки не такие большие. Да хочу, чтобы дома все-то было как надо. Ах, мои Уссылёма, боль моя и отрада. Уссылёма, мои Уссылёма, как я счастлив, что снова я дома. Мне судьба ваша с детства знакома. Уссылёма, мои Уссылёма. Яркие кружева, протяжные песни, приветливые лица. Атмосфера праздника здесь на каждом углу. Наступил главный день горки. То, ради чего приезжают сюда со всей России и даже из-за рубежа. Вот народные умельцы зазывают на ярмарку собственных творений из дерева, глины и шерсти. А вот и сама горка. Комплекс фигур и движений, знакомых каждому с рождения. Для сотен участников и гостей праздника современная горка – это уголок древней культуры, ее народная, нематериальная часть. И хотя первоначальный смысл здешних хороводов почти забыт, еще есть энтузиасты, готовые передавать ритуал предкам. Приезжают люди из городов, из землячеств, Москва, Сыктывкар, Ухта, Печора, и они вливаются в состав горочников местных уссылёмов. Также приезжают на горку и соседних сел Хабариха. Вот сегодня были из Загривочной. Так что горка имеет широкий такой размах. Хотя, читая книгу Льва Смоленцева «Печорские дали», он пишет, что на горку приезжали из дальних населенных пунктов. Объединиться и сохранить культуру северных русских – главное, чего желают все, кто видел горку. В ней машина времени, истинный колорит, эмоции и степенность, повторяющиеся из года в год. Горка сегодня держится больше на творческих коллективов. Они хранители традиций. Для самих уссылёмов это лишний повод собраться вместе, слиться на короткое время. Для гостей Уссыльмы это уникально по сохранности достояние древнерусской культуры. Раньше песни пели горка ходит, хоровод, а мужчины, например, мячом играют, клёшут мяч, бегают, все, а нынче спортивно, во время горки бывает что-нибудь, а нынче этим не занимается, что мяч клёстканку играет. Раньше мужчины играли, а женщины пели, а нынче мужики тоже поют, ходят, которые поют, так, которые не поют, так хоть стоят, смотрят. Сама горка – весьма завораживающее зрелище, известно далеко за пределами Коми. Они спрашивают, ее изучают, по горке распознают русский край республики. На самом деле, все, что вы сейчас видите, это далеко не односложные, постоянно повторяющиеся фигуры. По сути, магический ритуал со своей системой и правилами, смысл которого передается из поколения в поколение. Вот почему горочные гуляния обязательно заканчиваются так называемой обучающей горкой, когда включается именно старшее поколение. Как и сотни лет назад, горка снова и снова выходит гулять по селу, чтобы всем известить. Календарная граница лета миновала, пришло время подумать и о зиме. Всем большое спасибо. Мы ждем вас на следующий год 22 мая, 7 июля. Только шарики пока. Подожди, а Иван, не уходи. Сфотографируем. Вот, мы здоровы, так приедем. Давайте, Бог здоровья даст, так. Да, далеко, но все же все равно. Давайте, простите меня грешного.